Сегодня Ивантеевский городской суд принял решение, что дело о судьбе трехлетнего мальчика из Чебоксар, который в данный момент живет с бабушкой, но на него претендует его биологический отец из Сирии, будут рассматривать в Чувашии. Некоторые СМИ обвинили пенсионерку в похищении сына у иностранца. Так ли это на самом деле, выяснила наша съемочная группа. Снежки играть у нас некая лепки у нас сегодня. Этому мальчишке нет и 4. Живет он с бабушкой. Мамы не стало в прошлом году. Папа – гражданин Сирии. Жить в мире у 2 взрослых людей не получается. На ребенка претендуют обе стороны. Бабушка Татьяна Николаева рассказывает, отношения дочери Светланы с иностранцем Анасом казались ей странными. Первые серьезные опасения появились, когда пара вдруг решила перебраться из подмосковной Ивантеевки за границу. Они должны были приехать ко мне попрощаться, а потом дочка говорит: мама, мы не можем приехать к тебе, нам быстрее надо уехать. Ну, уезжаем в Сирию, и ты никому не говори, куда мы едем, и про нас ничего не говори, это молчи, говорит, чтоб не озвучивали, что там она с ней. В Сирии в то время началась война. Вестей от дочери не было, вспоминает женщина. Когда она, наконец, вышла на связь, по словам Татьяны Николаевой, выяснилось, что Анаса с отцом взяли в плен, из которого те бежали. Из Сирии молодые перебрались в Турцию, где, по словам матери, дочь приняла ислам. Дочка забеременела, и ее отправили в Москву рожать, чтобы ребенок получил гражданство. Российское. Да. И она родила, звонит к своему, Анасу звонит, ребенок родился, приезжай. Он говорит: у меня документов нет, год, 2 года, нету документов, 2,5 исполнилось ребенку. Дочка моя умерла, и он как волшебной палочкой махнул, и все документы готовы, он тут. Тогда бабушка побоялась, что малыша заберут в интернат, оформила опекунство и забрала к себе в Чебоксары. Правда, через несколько месяцев гражданин Сирии доказал отцовство в суде, а во время одной из прогулок попытался увезти ребенка. Сириец предпринял активные действия, чуть ли даже не самовольного захвата этого ребенка. Но наши органы полиции воспрепятствовали ему в этом. Ребенок остался с бабушкой. В настоящее время бабушкой написана расписка о том, что ребенок отдан ей. Анас Кассем обратился в Ивантеевский городской суд с заявлением передать ребенка ему. Видеться с сыном Татьяна Николаева не запрещает, но считает, что мальчик должен остаться с ней. Потому что я с пеленок воспитывала, ухаживала, ночами не спала. Сейчас у него ноги вальгусные, то, что ноги болели. Я сама ходила, лечила, не сама лечила, ходила к специалистам. У меня и материальное положение нормальное, и квартира есть, и все у меня нормально. Неплохо зарабатываем. Ситуация очень неоднозначная, говорит уполномоченная по правам ребенка в Чувашии Елена Сапаркина, долгое время занимавшая нейтральную позицию в этом деле. Мы не имеем права без согласия членов семьи, конечно, вмешиваться в эти разбирательства. По имеющимся на сегодня сведениям, суд установил лишь отцовство ребенка, не определив место жительства. Если между 2 взрослыми отсутствует соглашение о проживании и воспитании ребенка, то споры по этим вопросам решает только суд. Сейчас отец ребенка находится в статусе беженца. В СМИ есть информация, что мужчина собирается забрать сына в Австралию. Правда, не сразу. Через несколько недель у него заканчивается виза, и ребенка мужчина хочет оставить брату Махмуду, который живет в России. Московский адвокат Юрий Кручинин отмечает, суд должен разобраться во всех обстоятельствах этой истории. У ребенка, конечно, есть право проживать с родителями, но в то же время, в том случае, когда это противоречит его интересам, то этого делать нельзя. Поэтому нужно обстоятельно разобраться в личности его отца, в его вообще финансовом положении, в конце концов, в его статусе социальном, в его возможностях по содержанию и воспитанию ребенка. Сегодня Ивантеевский городской суд посчитал, что дело должны рассматривать коллеги из Чувашии. Если отец ребенка не обжалует решение, то дело передадут в Калининский районный суд Чебоксар. В любом случае, интересы ребенка должны быть соблюдены. Его должен воспитывать надежный человек. Оксана Замятина, Светлана Позднякова, Вадим Владимиров. Вести, Чувашия.